Уважаемые читатели, в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств-2015» мы представляем виртуальную презентацию нового раздела сайта Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. Я б симфонию послушал. Этот проект стал результатом совместной работы сотрудников специальной библиотеки и Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан – яркое явление многоликой культуры Башкортостана и России. Оркестр создан в Уфе, столице Башкортостана, в 1992 году на основе талантливых выпускников музыкальных вузов Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. В 1996 году оркестр получил статус государственного учреждения культуры и искусства. По своему составу оркестр соответствует европейскому стандарту. В штате 100 профессиональных музыкантов, опытных исполнителей, успешно воплощающих многообразные творческие идеи. Оркестр с первых дней вошел в музыкальную жизнь России как концертный коллектив, во многом определяющий успехи отечественного профессионального музыкального искусства. Проект «Я б симфонию послушал» стал возможным благодаря гранту президента Республики Башкортостан деятелям культуры и искусства. Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых – единственная библиотека в республике, которая специализируется на обслуживании особых групп пользователей, являясь региональным центром по реализации прав граждан на свободный и равноправный доступ к информации. Реализация проекта «Я б симфонию послушал» носит культурно-просветительский, образовательный характер, имеет краеведческую специфику и свидетельствует о новом уровне развития и освоения новых информационных технологий, что является средством формирования положительного современного имиджа как самой библиотеки, так и республики в целом. Реализация данного проекта позволяет предоставить нашим незрячим и слабовидящим пользователям качественно новый уровень библиотечно-информационного сервиса. В конечном итоге не только библиотека, но и незрячие пользователи за счет повышения своей информационной культуры будут более востребованы в современном обществе. Итак, вниманию наших пользователей мы предлагаем произведения выдающихся композиторов республики в исполнении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Запись музыки произведена в студии звукозаписи оркестра звукорежиссер Каретников. На сайте представлены тестовые 30-секундные записи музыкальных произведений башкирских композиторов, которые можно прослушать в обычном формате MP3. В том случае, если произведение вас заинтересовало, его можно скачать в полном объеме в режиме паролевого доступа в защищенном ЛКФ формате для индивидуального прослушивания на Тифло флеш-плеере. А сейчас предлагаем вашему вниманию небольшую информацию о композиторах, включенных в список проектов. Айрат Кубагушев. Он открывает представленный ряд башкирских композиторов. Композитор-фольклорист, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, член Союза композиторов. Им написано более 150 вокальных сочинений на стихи башкирских поэтов, более 20 сочинений для оркестра башкирских народных инструментов, музыка к драматическим спектаклям, кинофильмам. Записал нотными знаками и обработал более 250 башкирских народных песен и мелодий, издал учебно-методические пособия по башкирскому фольклору, национальному инструментарию, музыкальному репертуару училищ и детских музыкальных школ. В 1995 году ему присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан». Лауреат республиканских конкурсов музыкальных произведений, знаковым событием в жизни страны и республики
посвященным. Для тестового прослушивания мы предлагаем вам его произведение «Симфоническая поэма». Александр Ключерев. Творчество Ключерева охватывает широкий круг жанров, от обработок народных песен до балетов и симфоний. Им записано свыше 200 башкирских песен. Среди них такие известные, как «Бииш», «Кахым-Туря», «Салимакай», «Шафик» и другие. Являясь мастером песенного жанра, в своем творчестве он использовал широко бытующие интонации, отличающиеся мелодизмом, выразительностью, свежестью гармонического сопровождения, светлым лиризмом, тонким ощущением образов природы. За песни, объединенные в сборник «Канатлы Яшлек. Крылатая молодость», изданный в 1968 году, композитор был удостоен Государственной премии Татарской ССР имени Тукая. В 2011 году имя Александра Ключерева было присвоено детской музыкальной школе номер 7 города Казани. Мы предлагаем вам послушать сюиту на башкирские темы Александра Ключерева. Газиз Аль-Мухаметов. Творчество Газиза Аль-Мухаметова, композитора и певца, первого из певцов, удостоенного звания «Народный артист Башкирской ССР», разнообразно. Он стоял у истоков профессиональной музыкальной культуры, искусства Башкортостана, провел большую работу по сбору и записи башкирского музыкального фольклора, преподавал в техникуме искусств, был выдающимся исполнителем башкирских народных песен, а также арий и романсов. Организовал обучение башкирских певцов в Москве для открывающегося башкирского театра, оперы и балета. О жизни и творчестве Аль-Мухаметова в студии ГРТК «Башкортостан» был снят документальный фильм «Я песни к вам возвращусь». В 1968 году в республике был учрежден конкурс молодых певцов на приз имени Газиза Аль-Мухаметова. Его имя присвоено также Республиканской музыкальной гимназии-интернату в Уфе. Предлагаем послушать романтический вальс Газиза Аль-Мухаметова. Данил Хасаншин. Творчество заслуженного деятеля искусств Башкирской ССР, члена Союза композиторов Данила Хасаншина выросло на почве национальной музыкальной культуры и соединило ее достижения с принципами современного музыкального языка. Его произведения затрагивают все музыкальные академические жанры – опера, балет, 4 симфонии, оратории, кантаты, квартеты, трио, инструментальные пьесы, романсы. Самым крупным произведением Хасаншина является опера «Великий рядовой», посвященная Александру Матросову, а его одноактный балет «Свадьба» стал первым образцом национального камерного балета. В нашем проекте представлены произведения, лирическая поэма «Айтыш»,
Загир Исмагилов. Произведение Загира Исмагилова, знаменитого советского башкирского композитора, педагога, музыкального и общественного деятеля, академика Академии наук Республики Башкортостан, народного артиста СССР и Башкирской ССР, исполнялись в России, бывших национальных республиках и за рубежом – Болгарии, Китае, Румынии, Северной Корее и Югославии. В своем творчестве он опирался на народную песню. Она положила начало камерно-вокальному творчеству, которое включает около 300 песен, большое количество романсов, 2 вокальных цикла. Особенно полно раскрылся талант композитора в оперном жанре. Вершинами его творчества стали оперы «Салават Юлаев», «Шаура», «Волны Агидели», «Послы Урала», «Акмулла», «Кахым-Туря», музыкальная комедия «Кодаса». Его произведения постоянно издавались и записывались на грампластинках фирмы «Мелодия», имеются в фондах Всесоюзного и Башкирского радио и телевидения. В 2007 году был учрежден и проведен первый международный конкурс музыкантов-исполнителей имени Загира Исмагилова. Его творчество отмечено многочисленными государственными премиями, наградами, орденами и медалями. В нашем проекте мы предлагаем вашему вниманию увертюру к опере «Салават Юлаев». Лейла Исмагилова. Советский, российский, башкирский композитор, пианистка, педагог, председатель Союза композиторов Республики Башкортостан, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Башкирской ССР, член Союза композиторов РФРБ, лауреат премии Союза композиторов России имени Шостаковича, профессор Уфимской государственной академии искусств, народная артистка Республики Башкортостан, дочь композитора Загира Исмагилова. Более всего ей близки симфонические и камерно-инструментальные жанры, позволяющие раскрыться ее драматическому темпераменту, камерные симфонии, сонаты, симфонические концерты, оратории для хоров, романсы и другое. Из большого разнообразия ее произведений мы представляем симфонический цикл, проникнутый этническими мотивами башкирского народа «Земля отцов». Мурат Ахметов. Башкирский, советский, российский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Республики Башкортостан, сын выдающегося композитора Хусаина Ахметова. Мурат Ахметов – автор первой в истории музыки мусульманской философско-религиозной оперы «Хайям и Коран». В основе многих сочинений Ахметова история башкирского народа, героический эпос. Балеты «В ночь лунного затмения», «Северные Амуры», «Урал-Батыр». Плодотворно работает он и в других академических жанрах. Создают симфонии, симфонические поэмы, оратории, вокальные циклы. Мы предлагаем вам прослушать несколько произведений Мурада Ахметова, дающих представление о его творчестве. Симфония памяти отца, этническая музыка в симфонической триаде, воодушевленные порывистые мелодии, навеянные прочтением башкирского эпоса «Урал-Батыр». В обработке для партии Курая в исполнении Роберта Юлдашева вы сможете прослушать фантазии на башкирские народные темы.
Рауф Муртазин. Первооткрывателем жанра симфонии в башкирской музыке по праву считается башкирский композитор, заслуженный деятель искусств Башкирской ССР, лауреат премии имени Салавата Юлаева Рауф Муртазин. За творческий вклад в развитие музыкального искусства он был награжден 2 орденами «Знак почета», 9 медалями. Многогранно творчество композитора. Камерная вокальная музыка, массовые песни, хоровые произведения, инструментальные миниатюры и крупные симфонические полотна. Им написано 7 симфоний, основой содержания которых является непреходящая тема Родины, родного народа. В нашем проекте мы предлагаем несколько произведений композитора. Симфонии написаны в классических канонах музыкального искусства, тем не менее они различны по своему содержанию и мотивам. Если симфонии номер 2 и номер 5 несут в себе лирические тревожно-печальные мотивы, то праздничная симфониетта передает возвышенный дух монументального величия, торжества радости и восторг. Рафаил Касимов. Композитор Рафаил Касимов – один из наиболее ярких представителей жанра симфонии в башкирской музыке. Центральное место в его творчестве занимают симфонии, концерты для симфонического и камерного оркестров, концертины и сюиты, произведения для детей. Он заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат премии имени Салавата Юлаева за симфонию номер 6 «Мир и война» Салавата Юлаева сына. Член Союза композиторов СССР, член правления Союза композиторов РБ, стипендиат президента Российской Федерации, награжденный орденом Дружбы. Уважаемые пользователи, представляем для прослушивания увертюру «Юбилейная» композитора Рафаила Касимова. Рим Хасанов. Имя Рима Хасанова тесно связано с развитием башкирской эстрадной музыки. Его песни и романсы радуют слушателей своей мелодичностью, задушевностью. Но он еще и автор театральных, симфонических, камерно-инструментальных и хоровых произведений. Работа в разных жанрах органично подвела композитора к созданию произведений для музыкального театра. Им стали балеты «Легенда о Курае» и «Немой». Творения Рима Хасанова стали неотъемлемой частью современного башкирского музыкального творчества. В нашем проекте творчество Рима Хасанова представлено симфонической поэмой «Сибай». В произведении четко прослеживается яркий мелодический талант, национальный башкирский песенный стиль, находит свое развитие в классическом стиле с элементами советской эстрады и джаза. Роберт Газизов. Советский, башкирский, а ныне американский композитор, педагог, музыкальный и общественный деятель, заслуженный деятель искусств БССР, член Союза композиторов. Симфоническая и камерно-инструментальная музыка долгое время являлась основной областью творческих интересов композитора. С одной стороны, на него влияют фольклорные мотивы, а с другой стороны, ощутимо влияние эстрадно-джазовой стилистики. В его багаже симфонии, концерты для симфонических оркестров, оратории, хоры, инструментальные квартеты и трио, опера для детей «Полет Марса», мюзикл «Аэлита».
Его творчество отмечено премией имени Саляма, орденом «Знак почета». Мы предлагаем вам послушать торжественную увертюру Роберта Газизова, наполненную торжеством победы и величием народного единства. Рустем Сабитов, российский башкирский композитор, заслуженный деятель искусств России и Башкортостана, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан имени Юлаева, лауреат премии Союза композиторов России имени Шостаковича. Его вклад за 15-летний период в качестве главы Союза композиторов РБ в развитии башкирской музыки бесспорен и до конца не оценен. Творчество Сабитова представлено разными жанрами. Это инструментальные и вокальные миниатюры, циклы романсов и хоровые циклы, вокальные поэмы и поэмы для симфонического оркестра, концерты для оркестра, балеты «Любовь и смерть», «Прометей», сочинения последних лет, поэма «Памяти отца», соната для виолончели соло. В нашем проекте мы предлагаем вашему вниманию сюиту из романтического балета «Любовь и смерть». Светлана Шагиахметова. Первая женщина, профессиональный композитор в нашей республике. Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, творческие интересы которой сосредоточены в двух направлениях – инструментальной и вокально-хоровой музыки. Жанры, в которых работает композитор – сюиты, сонаты, вариации, вокальные инструментальные циклы для различных исполнительских составов. Творчество Светланы Георгиевны проникнуто неустанными поисками новых музыкальных возможностей. Об этом свидетельствуют ее пьесы для скрипки, виолончели, валторны, фагота, флейты, кларнета, блокфлейты, тубы и других инструментов в различных сочетаниях. К важнейшим свойствам ее творчества относится устойчивый интерес к башкирскому музыкальному фольклору. В нашем проекте представлена башкирская сюита Светланы Шагиахметовой. Халик Заимов. Имя Халика Шакировича Заимова, советского и башкирского композитора, педагога, музыкального и общественного деятеля, члена Союза композиторов СССР, прочно вошло в историю музыкальной культуры республики. Творчество композитора многогранно и охватывает все жанры – оперу, балет, хоровые и камерно-вокальные сочинения, инструментальную музыку. Наиболее крупные произведения композитора – опера «Акбузат», балет «Черноликие», сюиты, увертюры, пьесы для хора и симфонического оркестра. За вклад Халика Заимова в башкирское искусство в 1992 году в музыкальной школе номер 13 города Уфы было присвоено его имя. Увертюра, которую мы предлагаем вам послушать, одно из самых известных произведений Халика Заимова. Ее мелодия несет в себе мотивы природы, ее разнообразие и неповторимости, разнотравие лугов, красоту гор и холмов башкирской земли.
Хусаин Ахметов. Творчество Хусаина Ахметова, башкирского советского композитора, народного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусства РСФСР, лауреата премии имени Салавата Юлаева, разнообразно по тематике и жанрам. Среди них оперы «Современники» и «Наркес», балет «Горный орел», хоровые, камерно-инструментальные симфонические произведения, песни и романсы, вокальные циклы. Но доминирующее место занимает вокальная музыка. Им написано более 600 песен и романсов, несколько вокальных циклов. В 2009 году Башкирской государственной филармонии присвоено имя Хусаина Ахметова. Предлагаем послушать произведение композитора, симфоническую картину «Урал-Батыр». Уважаемые читатели, создание говорящего сайта Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых и реализация проекта «Я симфонию послушал», разработанного сотрудниками специальной библиотеки для слепых и Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, являются реализацией принципа общегосударственной политики в области социальной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Информация для всех.